Сейчас эфир продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Елена Фраимовна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые зрители. На 26 марта у нас зарегистрировано 25 новых случаев. Из них 15 зарегистрировано в городе Якутске и в 8 районах нашей республики, от 1 до 3 в Чурапчинском районе. В целом, надо сказать, что за весь период у нас переболело 33 426 пациентов. Из них 96,7% уже выздоровели, остальные находятся на лечении, большей частью на амбулаторном. Тем не менее, ситуация остается напряженной. Необходимо соблюдать все меры противоэпидемических мероприятий. Мы продолжаем свою работу по тестированию. За последние сутки сделано 1528 тестов. Вообще за весь период сделано уже свыше 1 миллиона и 3 тестирований всего по нашей республике. Самая большая задача сегодня для нас – это вакцинация. Буквально 22 числа пришло 1500 доз вакцин, которые были распределены по территории нашей республики. И вчера поступило еще 3600 вакцин. Всего за весь период провакцинировано 56 тысяч человек, получивших первую дозу. Завершили вакцинацию 49 тысяч человек. Надо отметить, что никаких побочных эффектов на сегодняшний день не зарегистрировано. Те дозы, которые пришли на сегодняшний день, они предназначены в приоритетном порядке для лиц 60+, поэтому мы активно призываем именно этот возраст приходить на вакцинацию, записываться через госуслуги, либо через телефоны поликлиник. При этом мы заканчиваем приоритизации вакцинацию работников социальной сферы, которые находятся в круглосуточных стационарах, и, естественно, прочий контингент, который сегодня записан на вакцинацию. Надо отметить, что в нашей республике вакцинация проходит очень активно. Мы израсходовали 99% от имеющейся, вот с учетом новой даже вакцины, и записано уже на вакцинацию свыше 60 тысяч человек. На сегодняшний день мы ожидаем поставки еженедельные, как нам обещает Министерство здравоохранения Российской Федерации, поэтому надеемся, что вакцинация у нас пойдет в плановом режиме, поэтому еще раз призываем всех граждан обращаться на государственные услуги, записываться в листу ожидания, их обязательно пригласят на вакцинацию. И также хотим сказать, что сегодня необходимо все-таки, потеплела весна, мы видим большее количество народу на улицах, в различных общественных местах, все-таки просим соблюдать все меры предосторожности. Спасибо большое. Елена Фраимовна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Далее эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах выпуска. Контракты на ремонт и строительство дорог заключили по всем 24 объектам Якутии. Руководство Якутскэнерго прибыло в Усть-Майский район. Они осмотрят объекты энергетики, которые обслуживаются Эльдиканской РЭС. Алекминская школа искусств обзавелась визитной карточкой. Они написали свой собственный гимн. Производство сжиженного природного газа планируют начать в центральной и Вилюйской группе районов Якутии. Об этом сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. По итогам поездки с председателем правительства Андреем Тарасенко в Ленский район он рассказал, что также рассматривается организация подобного производства и там. Соответственно, часть инвесторов на сегодня уже заказали предварительные технико-экономические обоснования. Региональный Минпром отрабатывает вопрос создания производства СПГ с компаниями «Атомэнергомаш» и «ЕТЭК». Контракты по реализации работ в 2021 году в республике заключили по всем 24 объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основные дорожные работы развернут на автомобильных дорогах Амга, Умнас и Нам с завершением асфальтирования до села Хатырык, а также Анабар, Яна, Мюрю и Харбалах. Общая протяженность объектов составит более 216 километров. Отмечается, что контроль за работами ведут Управдор Вилюй и Лена.
На сроках завоза угля для нужд районов республики сказались сбои в работе на угольной шахте Джибарики-Хая Тампонского района. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера региона Дмитрий Садовников. По его словам, для нужд коммунальщиков завезено почти 85,5% топливно-энергетических ресурсов. В прошлом году эта цифра достигла 90%. На снижение показателей повлияли сбои в работе угольной шахты Джибарики-Хая. При этом проблема на сегодня все еще не решена. Поэтому часть угля доставят в период навигации. Выезжала рабочая группа правительства, отметила то, что такая ситуация сложилась, и было рекомендовано, чтобы максимально в короткие сроки технику ввести и работу разреза вести плановый режим. Но, к сожалению, это не исполнено, не выдержано, вернее. И сегодня разрез с опозданием приступает к своим функциональным обязанностям, и мы наблюдаем то, что часть угля будет завозиться в навигацию. Естественно, это будет удорожание для ресурсоснабжающих организаций, но при этом и Министерство промышленности республики, и правительство будут находить пути решения для того, чтобы цена вопроса отпуска угля с этого разреза была немножко, скорректирована на понижение. Руководство Якутскэнерго прибыло в Усть-Майский район. Они осмотрят объекты энергетики, которые обслуживаются Эльдиканским РЭС, находящимся на территории района. Генеральный директор предприятия Алексей Стручков побывал на 3 сетевых участках района в Усть-Мае, Эльдикане и Солнечном. Сюжет нашего корреспондента Юрия Таюрского. Руководство ПАО «Якутскэнерго» прибыло в Усть-Майский район для ознакомления с объектами энергетики, которые обслуживаются Эльдиканским РЭС, находящимся на территории Улуса. Генеральный директор предприятия Алексей Стручков побывал на 3 сетевых участках района в Усть-Мае, Эльдикане и Солнечном, узнал о проблемах на местах. А главное среди основных проблем – это аварийные отключения, которые происходили в прошлом году по причине стихийных бедствий, лесные пожары, наводнения и прочие природные факторы, что вызывало определенные нарекания со стороны потребителей и прежде всего золотодобывающих предприятий. Сегодня мы проведем с ними рабочую встречу, определим перспективные прогнозные нагрузки и объемы энергопотребления, которые они прогнозируют в связи с увеличением объемов добычи. И я думаю, что найдем те технические решения, которые в будущем позволят нам снять этот вопрос. На территории сетевого участка поселка Солнечный в пиковые периоды объем нагрузки составляет 14 мегаватт, и при снабжении сети Якутскэнерго обеспечивается полностью эта потребность. А вот проблемы возникают при аварийных отключениях на ВЛ-110, Л-120. Это задача, которую нам совместно надо будет решить. Энергетики в прошлом году выполнили реконструкцию 34 километров сетей разного класса напряжения. В 2021 году планируют сделать в 2 раза больше. В планах на текущий год и объем ремонтной программы, которую мы планируем реализовать по территории Усть-Майского Улуса, составляет порядка 156 миллионов рублей. И мы планируем уже реконструировать порядка 57 километров сетей энергоснабжения разного класса напряжения. На совещании поднимались вопросы о состоянии резервных источников питания в сетевых участках на случай аварийных и плановых отключениях электроэнергии, снабжения их запчастями, повышения эффективности и качества электроснабжения. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, поселок Солнечный. С сегодняшнего дня жители города Якутска выбирают мэра столицы. Досрочные выборы пройдут в течение 3 дней с 26 по 28 марта с 8 часов утра до 20 часов вечера. Избирательные участки, обеспеченные средствами для безопасного голосования, на каждом организован температурный контроль. Выделены места для проведения антисептической обработки рук и нанесены специальные разметки для соблюдения социальной дистанции. Помещения для голосования регулярно обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств, а избиратели, приходящие на участок, получают вместе со авторучкой и бюллетенем для голосования одноразовые перчатки и медицинские маски. Безопасность проведения оценил и глава Якутии. Он также проголосовал и призвал всех жителей столицы сделать свой выбор. Безусловно, конституционное право каждого гражданина избирать, и этим правом всегда надо пользоваться. Я считаю, что как раз через выборы, через механизм демократический, открытый, как раз люди имеют возможность избрать
власть, в данном случае муниципальную власть, власть ответственную. И, конечно, я уверен, что глава Якутска, который будет избран на этих выборах, будет образованным человеком, будет патриотом города, человеком, который будет работать во благо горожан, без всякой политики будет заниматься городским хозяйством, развивать город для того, чтобы вместе с республикой, столицей Якутии процветала и шла вперед. Школьники из Якутии стали первыми гостями Центра профнавигации университета МИСИС в Москве. Физико-технический лицей имени Ларионова в 2015 году стал базовой школой Российской академии наук. В этом же году в лицее запустили профобразовательный проект. Старшеклассники побывали в ведущих вузах Казани, Владивостока, Санкт-Петербурга и Москвы. Туяра Константинова продолжит. Российский технический университет по праву называют площадкой для профессионального роста. Это первый вуз в стране, получивший статус Национального исследовательского технологического университета. Получая знания в аудиториях, вчерашние школьники становятся востребованными специалистами в области горного дела, металлургии и информационных технологий. К нам часто приезжают студенты из Якутии. Они ориентированы на горные специальности, но в последнее время они уже выбирают, может быть, более перспективные специальности, такие как нанотехнологии, наноэлектроника, материаловедение, информационные специальности и так далее. Трудолюбие раза в 2 выше, чем в среднем по нашей стране. И, что самое главное, они знают, зачем они учатся, они мотивированы. Физико-технический лицей имени Ларионова в 2015 году стал базовой школой Российской академии наук. В том же году в лицее запустили профобразовательный проект. Над вопросом, кем стать, ребята начинают задумываться уже со среднего звена. Проводим хакатон, воркшоп для того, чтобы ребята правильно выбрали будущую профессию. Да? Также у нас проводятся так называемые open lunch. В этом году прием студентов МИСИС будет проводиться по новым правилам, утвержденным Минобрнауки. Прием документов начинается с 20 июня. С этого года ребята могут сделать выбор, какой предмет они могут заявить. Например, на некоторые специальности, кроме физики, можно заявить, например, информатику. У ребят есть больше возможностей по выбору экзаменов в форме ЕГЭ, которые они могут сдавать, и они могут иметь больше возможностей по заявлению их при поступлении в вузы. Я буду поступать в МИСИС на специалитет нанотехнологии, так как считаю, что это крайне перспективная на сегодняшний момент времени специальность, и хочу приносить вклад в науку. История технологического университета началась 100 лет назад. Горная академия стала кузницей кадров и для промышленных предприятий Якутии. Здесь готовят специалистов по 135 направлениям. Абитуриентов из Якутии сегодня ждут на новых факультетах биомедицины, нанотехнологий и бизнес-информатики. Туяра Константинова, Джуль Березкин, Москва. Министерство обороны России запустило новый мультимедийный проект «Память крепче гранита». Посвящен он мемориалам Великой Отечественной войны и связан с ними историческими событиями. Первая часть проекта посвящена памятникам, расположенным на территории России. В дальнейшем планируется опубликовать разделы про мемориалы Великой Отечественной войны в странах ближнего зарубежья и Европы. На интернет-странице можно увидеть изображения самих памятников и ознакомиться со связанными с ними рассекреченными историческими документами. «Столетнее повествование о любимой школе» – так называется новое издание известной поэтессы Марии Алексеевой-Решетниковой. Книга посвящена столетию образования Тюлякской средней школы Усть-Алданского района. Автор собрала архивные документы о родной школе, куда вошли не только воспоминания, но и исторические факты образования учебного учреждения в 1920 году. За столетний период работы из стен Тюлякской средней школы выпустились несколько поколений. В том числе учился герой Советского Союза Владимир Лонгинов. Конан Степанович Алексеев, он был известен народу под названием Утунюк. Утунюк значит оспопрививатель. Он занимался, более 40 лет занимался оспопрививанием. И вот с конца 19 года он очень усердно и настырно требовал открывать школу в таком отдаленном маленьком населенном пункте, да, как Тюлях. И это удалось ему только в 1920 году. Алёкминская школа искусств обзавелась визитной карточкой. Они написали свой собственный гимн, его заслушала, и поделится впечатлениями наш корреспондент Елена Фаст.
В этом году школе искусств исполняется 65 лет. Дата значимая, юбилею будет посвящены ряд мероприятий. А открывает их презентация гимна школы, созданной в ее же стенах. Вот первое мероприятие, которое сегодня у нас состоится, это презентация гимна школы. В 2015 году была разработана эмблема, а в этом году мы представляем слушателям и нашим гостям гимн школы. Работа над гимном велась большая, со всеми творческими волнениями и множеством предварительных идей. Слова гимна принадлежат преподавателю школы Ольге Геннадьевне Максимовой. А своего гимна у нас никогда не было. И надо сказать, что слова родились буквально сразу, потому что я пишу давно, пишу, когда меня попросят, допустим, сценарий, либо какие-то мюзиклы у меня даже есть написанные. Для меня это не проблема, и поэтому слова родились сразу же. Музыкальное сопровождение прошло конкурсный отбор, 2 совершенно разных мелодии. Есть много школ на свете, где учатся все дети, читают и считают. По итогам гимн звучит так. Сидеть, читают и считают предмет, изучают, но только школа есть одна, вся музыка наполнена. Это было вечером, я закончила работать, и, не знаю, какое-то вдохновение пришло ко мне, что я должна музыку написать, попробовать написать музыку, хотя я в этой сфере не очень, я новенькая в этой сфере, и вот она просто появилась, и все. Ну и мелодия, созданная автором слов, нашла себя. Она стала лауреатом 1-й степени. Гимн школы – это не просто слова и музыка. Именно по ней любой может представить, какая это необычная школа. И как замечательно в ней учиться. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. И к этой минуте у нас все. Носите маски, мойте руки и не забывайте про социальную дистанцию. До встречи в эфире.